едем через поселок или деревню Городище. Говорят, что это место, откуда Минск начался. Здесь проводились археологические раскопки справа на горе. Обнаружены древние предметы. Было тысячи лет. Сейчас, конечно, поселок или деревня не называется. Это Городище, деревня под Минском. Я вот сюда подъехал, оставил свой велосипед. И по этому мостику хочу подняться вот на эту горку и там посмотреть этот знак. Пройдем. Пойдем посмотрим какой-то ручеек туда. Посмотрим. Я проезжал часто здесь, но читал как-то, что здесь были раскопки археологические. Что-то нашли здесь такое интересное. Поставили знак. Интересно, что там почитать. Так, идем. Вот я подхожу к этому знаку. Так, вот тут камешками что-то выложено. Так, просто изображен крест. Все, большой камень, крест. Ничего, надписи нету здесь. Это тоже не случайно, я думаю. Вот отсюда такой вид. Городище. Просто неплохое, но чики мне больше нравятся. Там озеро очень красивое. Более живописное место. Городище так хаотично как-то застроено все. Не очень хорошо. Значит, вот такой знак. Все ясно. Я нахожусь в Дзержинске. Ой, Дзержинске. Городище под Минском. Подъезжал к памятнику там, с изображением креста. Сейчас еду по поселку. Вот тут такие дома строят. Вот, дубы старые, лет по 200. Вообще деревья вот эти старинные, конечно. Тут наверняка была усадьба помещичья. В этой с садом большим. Вот, судя по всему, тут видно даже какая тут красота. Там, кстати, с той стороны можно проехать, посмотреть даже.
начинается дождик, уже моросит. Такой построен комплекс целый. Интересные постройки. Учреждения. Надпись вижу. Сделано все очень симпатично. Может, это, не знаю, ничего. Какой-то знак. Масонская ложа местная. Знак масонства. Разворачиваемся и идем назад. Вот так. Какая-то интересная вещь. Да. Ничего не написано, что где. Будем читать в интернете. Зеленый 21. Городище. Ладно. Продолжаю я здесь обзор городища. Вот я проехал учреждение интересное. Чудотворцы. Даже так. Дальше уже не так интересно.